Эсэх в Москве стал неотъемлемой частью культурной программы столицы. Жители и гости Белокаменной с нетерпением ждут этого праздника. И ежегодно парк Коломенское собирает десятки тысяч человек. Например, в прошлом году это было 25 тысяч. И кажется, что этой традиции уже много-много лет. Но с размахом отмечать Эсэх в Москве начали не так давно, с 2007 года. И у истоков того первого праздника стояла Людмила Васильевна Павлова. В свое время она возглавляла комсомол, профсоюзное движение, курировала средства массовой информации нашей республики и долгие годы была лидером якутского землячества здесь, в Москве. С ней сегодня и поговорим. Людмила Васильевна, давайте начнем с вашей нынешней деятельности. Да, она связана, конечно же, с землячеством якутским. Здесь, в Москве, вы много лет уже этим занимаетесь, объединением наших земляков. Расскажите про свою эту деятельность. Надо сказать, землячество вообще-то существует давно. Мы объединили тем, что мы начали проводить сразу же национальный праздник Эсэх в Коломенском. Раньше этот Эсэх проводился в санатории Бесчагда, потом в деревне Юрова. Но там собиралось, конечно, мало народу. И в 2007 году, я в тот год приехала вместе с Акимовым, и решили организовать этот национальный праздник Эсэх. Конечно, поначалу некоторые противились даже. Почему? Не хотели, сказали: ой, такая огромная площадь, столько народу не соберем и так далее. Но потом организационных моментов же очень много. Мы сразу побежали в правительство Москвы. Там вице-мэром работала Людмила Ивановна Швецова, наш комсомольский соратник. И она поддержала. И департамент, конечно, национальной политики, межрегиональных связей. Они поддержали и были даже на первом Эсэхе. И мы установили там серьги. В 2023 году был установлен настоящий рекорд. 25 тысяч человек смогли приобщиться к традициям народа Саха во время Эсэха в Коломенском. Вот так Алгысчит просит у высших божеств не спаслать людям милости и благости. Священному обряду и дождь не помеха. Гости то и дело начали зонты раскрывать, но вышло солнце. Тучи буквально развели руками. Вы заметили, солнце вышло. Погода улучшилась, так что всех с праздником. В Коломенском Эсэх проходит уже в 16-й раз, но многие пришли впервые. Например, Айталына и ее подруги. В руках у меня кумыс, наш национальный напиток. На столе у нас березки, оладьи, кумыс, соленая якутская рыба, омуль. Это единение нашего края, нашего народа. Это праздник всех нас. Насыщенная культурная программа. Гостей ждали концерты, конкурсы, мастер-классы. Свое творчество представили и мастера народных промыслов из Верхневилюйского улуса. Лейтмотив праздника – единение народов многонациональной страны. Гости нашего праздника – это наши воины, которые защищают нашу страну, всех нас там на фронте. Эсэх называют якутским Новым годом. Очень хочу, чтобы этот рубеж стал действительно тем рубежом, после которого у нас все будет лучше. Этот обычай с годами обрастал новыми смыслами и традициями. И потом пошла задумка, как же все-таки проводить Эсэх. Подумали, сил-то мало здесь. У нас постоянных коллективов нету, таких артистов тут нету. Подумали, давайте мы сделаем так, чтобы приезжали районы и показывали свое развитие. И, естественно, первыми откликнулся Сунтарский район, а потом уже это превратилось, так сказать, участие районов, где проводится Эсэх Олонхо. И теперь как-то даже соревновательно проходит, потому что каждый хочет показать свое, что интересно и так далее, чего добились. И, конечно, эта идея очень хорошая. А как реагировали московские власти? Все-таки даже такого большого праздника татарского-то нет.
А вы приходите вот со своим якутским национальным. Москвичи, они вот сразу же, так сказать, они прониклись к нашему празднику, потому что лозунг был у нас в семье единый, и поэтому мы начали приглашать все национальные общины. И они начали участвовать, каждый со своим, так сказать, своей самобытной культурой, да, концертной программе, потом спортивных соревнованиях и так далее. И поэтому, конечно, уже он получился такой не просто так исконно, так сказать, просто национальный праздник, да, а именно это олицетворяющий дружбу народов. Все мероприятия, которые проходили в Москве и в Подмосковье, организовали две изумительных женщины, которые не щадили ни себя, ни собственное время, отдавали всю себя работе, а не семье. Вот. Приятно было работать от тонкости до самого крупного решения принимали они и исполняли его. Было очень приятно, когда чувствовал надежное их плечо. Людмила Васильевна постоянно нас привлекает, мы ей помогаем. Она нас как бы вот постоянно приглашает на ИСЭХ, на все мероприятия, которые проводит здесь якутское землячество. И я всегда говорю, что я вот в ней, как при любом удобном случае, я стараюсь вот всем сказать, насколько у нее столько энергии, вот жизнелюбие, оптимизма, ее настойчивость. Это вот те черты характера, которые, по-видимому, с молодости есть, от рождения заложены природой. И она, как бы, эта энергия у нее никуда не исчезает, ее все, по-моему, больше становится. И благодаря этому мы вот всегда участвуем во всех мероприятиях. Расскажите еще, чем занимается землячество здесь, в Москве? Мы участвуем во всех мероприятиях, проводимых в городе Москве, поддерживаем все патриотические акции. Вот с прошлого года мы с инициативной группой помощи СВО начали тоже большую работу. Вот, провели ряд мероприятий вместе с ними. Вот, ну, естественно, конечно, помощь, оказывается, вот собирали, и деньги собирали, и книги собирали, все отправляли там, то в Луганскую область, то в Донецкую область. Давайте про вашу деятельность в Якутии, да? Расскажите все-таки про свой родной район, да, где вы родились и где началась ваша деятельность активная. Я родилась в селе Тако Алекминского района, вот, и надо сказать, что родина она всегда тянет. Вот, после окончания Якутского госуниверситета я закончила в 1971 году инженерно-технический факультет по специальности промышленное гражданское строительство и была направлена на работу в свой район. И работала в районном объединении сельхозтехника. Ну, тогда в те времена сельхозтехника вообще гремела. Вот тогда ведь, в принципе, сельское хозяйство было, можно сказать, передовых. Вот, и главенствующую роль, конечно, играла сельхозтехника. Она занималась всем. И мелиорацией, мелиоративной работой и так далее, ремонт тракторов, машин и так далее. Ну, в общем, короче говоря, это такое большое мероприятие. Ну, естественно, конечно, велось большое строительство, были построены мастерские для ремонта тракторов и машин. Вот. Кроме того, жилые дома. Ну и вот мне пришлось как инженеру-строителю работать над этими объектами. Я очень рада, что все-таки первый каменный жилой дом был построен в нашей сельхозтехнике. Да. То есть он стоит до сих пор? Он стоит до сих пор, да, 50 лет уже. Вот если мы говорим про вашу работу, связанную со СМИ, да, со средствами массовой информации, вот расскажите, вы же связаны и с телевидением, и с нашим НВК родным. Вот, что вы делали и кем работали? Да, конечно, было для меня неожиданно. Я же работала заместителем постпреда в Хабаровске, и тут Штуров стал президентом, вот, начал формировать новую команду. Ну вот, и меня пригласили стать руководителем департамента по делам печати и телерадиовещания. И, конечно, стал вопрос о национальной вещательной компании «Саха». Во-первых, лишили лицензии. Вот.
Это первое. Второе начали они объединять вот это ВГТРК, вот, и хотели лишить самостоятельности НДК. А как удалось спасти национальную вещательную компанию? Ну, вели переговоры. Вели переговоры, прямо так, сильные переговоры. А с кем? Ну, с Министерством печати России. Тогда министерство же было. Вот, и с ними специально приглашали, потом ВГТРК приглашали. Вот, был такой этот. Ну, правда, нас поддержали. Там был заместителем Земцов по региональному вещанию. Вот он к нам приезжал несколько раз. А что они хотели сделать? То есть они хотели упразднить полностью якутское телевидение, да, или что? Да, упразднить и сделать, так сказать, как филиал ВГТРК. Но потом все-таки договорились и сделали самостоятельную структуру вот этого ГТРК, да, вот, которую возглавил Харлампий Назарович Яковлевич. Вот. Ну и НВК сохранили. Ну и тогда встал вопрос, как финансировать и так далее. Там. Ну, очень много там, и много постановлений сделали. Но не у каждого региона есть такая большая национальная телекомпания, я вам хочу сказать. Ой, мы для того, чтобы это все сохранить и сделать, ездили в Татарстан, ездили в Башкирию, все смотрели, как там у них, да. Ну, у них они же вначале не сумели. Вначале не сумели, они их объединили на ВГТРК, и у них телевидение было от ВГТРК. Ну, а потом уже и они к нам приезжали за опытом. И я ее сравнил еще. Алмазик такой якутский, такой светящийся, такой красивый, такой драгоценный. Но только внутри человечность, душевность. Внутри, хоть она и сама красивая, а вот не безразличие к людям, особенно к своим землякам. Это очень сильно подкупает. Так, я в 1986 году была избрана секретарем ЯОСПС. Ну, сейчас он называется Федерация профсоюзов Республики. В 1986 году. Как раз самое начало перестройки. В 1985 году Горбачев объявил начало перестройки. Ну вот, и там все началось. Конечно, это были самые сложные периоды. Эти 90-е годы, это был самый сложный период. Во-первых, вся экономика начала разваливаться. Началась приватизация, вот, начались конфликты, вот, забастовки. Ну, в общем, это было страшное время. Вот, ну ничего, так поработали мы крепко. А что удалось сделать тогда, вот в профсоюзном движении именно? Ну, во-первых, мы уже начали делать партнерские отношения с правительством и с работодателями. И добились в 1989 году соглашений о социальном партнерстве вот, между тремя структурами, куда входили, значит, от правительства, от профсоюзов и от работодателей. Вот. И на основе этого соглашения уже начали работать над минимальной заработной платой, отпуска, вот, потом коллективные договора на предприятиях, чтобы народ-то не увольняли. Вот. И потом же еще встал вопрос, многие начали же уезжать с Якутии. Вот. И эти проблемы встали. Ведь надо было как-то поселки начали закрываться. Вот. И все эти вопросы проходили через нас. Вот. И потом разрешение вот этих разных коллективных споров. А каких, например, коллективных? Ну, забастовка идет, на работу не выходит, требует зарплату, требует все всякое. И проводили все вот эти, на этих всех, так сказать, собраниях и так далее, приходилось ходить и отстаивать интересы и права
Трудящихся. Трудящихся, да. Расскажите про развал Советского Союза. И, я так понимаю, вы же тоже были вовлечены в создание Якутской конституции, да? Конечно, Мгм. конечно. Вот про этот период расскажите. Что тогда двигало людьми? То есть какие идеи были? Ну, как раз опять 90-е годы. Вот развал Союза начался, и я тогда была членом Всеобщей конфедерации профсоюзов. Вот. Сосин стал членом ФНПР, Федерации независимых профсоюзов России, а я стала членом Всеобщей конфедерации профсоюзов. Вот. И, естественно, конечно, вот проходили пленумы и так далее. И там, конечно, приходили президенты, председатели правительства, да. Мы очень горячо там спорили, вот, очень много делали. В общем, мы постарались северными территориями отстоять закон о компенсациях работающим на Крайнем Севере. Вот. И ну, для этого, конечно, там проводили в Мурманске, в Якутске, Хабаровске различные конференции. Какие Но настроения? Конституция была принята в 1992 году. Ну, поначалу была создана такая вот комиссия по разработке Конституции, проекта Конституции. И ну и мы тоже в этом составе были при разработке этой концепции. Ну а потом, когда уже разработали, уже для того, чтобы вовлечь повсеместно, абсолютно повсеместно, во всех трудовых коллективах, во всех районах проводили обсуждение этого проекта Конституции. Да, и потом это поправки делали и так далее, да. Ну, в общем, короче говоря, это было всенародное обсуждение. И на основе чего была принята эта Конституция. Вот. И, надо сказать, есть такие люди, которые вообще молодцы. Ну, например, вот член нашего землячества Людмила Павловна Лефу, она зампредседатель ревизионной комиссии у нас. Вот. Она тогда работала в Министерстве экономики. Вот она очень активно поработала. Очень активно. Вот молодец. Вы работали в постпредстве в Хабаровске, да, и работаете здесь, в московском постпредстве. Какая вот работа ведется вот у якутского представительства, да? Насколько важна вот эта вот работа именно с федеральными какими-то ведомствами вот, для нашего региона? Конечно. Нужно ли такое сотрудничество? Конечно, конечно. Но сейчас стало легче работать. Почему? Потому что все-таки есть интернет, есть такая вот постоянная связь от министерств, ведомств. Поэтому сейчас легче работать. Потом документы в основном разрабатываются там, а здесь уже, так сказать, ходячая часть, будем говорить, да? Вот, скорее всего, так. Раньше даже ну, компьютеров даже не было. На машинках. То есть что было раньше? Раньше в Якутске создавался какой-то документ, его нужно было отправить в Москву, да, Да, и потом да, согласовать да. как-то еще Да. с федеральным министерством. Да, обязательно. То Обязательно. есть растягивался процесс. А сегодня, вы говорите, можно... Да, быстро сделать, да. Мы же очень много делали тогда постановление правительства российского о завозе. Вот. И прямо тут ночами мы сидели, работали. Вот. Надо было был комитет по северу, был, потом Министерство экономики, Министерство финансов. От всех надо получить визы, от всех надо получить заключение. А до этого это все сделать, переработать. Вот. В то время работала же Зоя Афанасьевна Корнилова в Госдуме. Ну вот, мы с ней прямо ночами сидели. То есть ваша задача была какая? То есть собрать полный пакет документов, да, для того, Да. чтобы Вы совершить самим северный завод? делать, и самим делать. Прямо там. Все сами писали. Без этих документов северного завода не было, например, да? Конечно, конечно.
Если бы вы что-то, например, неправильно сделали, или опоздали, или что-то не подали, то... Ну, кроме того, создавая же мы договаривались, отправляли рабочие группы на Васитрова и так далее, для того, чтобы посмотрели, как начинается навигация. Кого только не возили. Сейчас вспомнишь, так и с кем только не ездили. Путешествие первого поезда в Нижний Бестях тоже не обошлось без участия Людмилы Васильевны. К столетию комсомола был посвящен этот поезд. Я, к сожалению, сама комсомолкой не была. Но я, помогая организовывать этот поезд, с комсомольцами, я окунулась в эту комсомольскую жизнь. И просто поразилась, насколько Людмила Васильевна вроде бы внешне такая хрупкая, доброжелательная, умная, элегантная женщина, какими сильными лидерскими качествами, каким сильным характером она обладает. Потому что поездка в поезде требовала неимоверной затраты, во-первых, энергии, ресурса. То есть это была непростая дорога. Мы делали остановки в городах, мы давали концерты. У нас было пленарное заседание Совета Федерации. То есть мероприятия были абсолютно разные. При этом Людмила Васильевна умудрялась, все эти мероприятия, естественно, контролировала, организовывала, участвовала в них. При этом выглядела так элегантно, что мы, девчонки, тоже, выходя за ней из поезда, снимали кепки и пытались там тоже, как-то себя в такой более женственный, подобающий вид привести. Поэтому я очень благодарна судьбе, что у меня был опыт работы с Людмилой Васильевной именно по созданию этого поезда. Кроме того, я приехала в Москву в 2006 году, и с 2006 года мы с ней работали. Она возглавляла землячество, и я, конечно, наблюдала за ней, потому что для меня это идеал. Для меня это та женщина, к которой стоит стремиться, это женщина-лидер. Что меня поражает, это такое тихое, наверное, умиротворенное, правда, служение, причастность к грандиозным проектам, сложнейшим проектам. На кадрах там было видно, как она в Ленске, И такое тихое служение на благо процветания Республики Саха-Якутия. Ее человеческое тихое. Проекты, конечно, грандиозные, но ее скромность, ее элегантность, ее доброта. Людмила Васильевна Павлова долгие годы служила республике и даже вдали от дома занималась и занимается поддержкой земляков. И свое призвание она несет через годы и расстояние. Максим Кардозо, Туяра Константинова, Хайсена Бурнашова, Григорий Николаев, Виктор Олесов. Москва.